Голодомор 20-х и 30-х годов. За одно десятилетие 20 века погибли от 4 до 4,5 миллиона казахов. 1937-38 годы. Массовые сталинские репрессии. 118 тысяч человек осуждены советскими судами. Из них 25 тысяч человек приговорены к расстрелу. Видные общественно-политические деятели уничтожены. Красный террор, трудовые лагеря, коллективизация, ядерные испытания, культурная дискриминация. Казахи в 20 веке пережили геноцид, сравнимый разве что с Холокостом, а могли избежать страшных трагедий, принесенных большевиками, если бы победила Алаш-Орда, если бы деятели Алаш смогли воплотить свою мечту в реальность и создать собственную государственность. Казахстан стал независимым государством в 1991 году. Но был у нас шанс обрести суверенитет и 100 лет назад, в 1917 году. К независимости, к созданию казахского государства стремились деятели Алаш. Борьба за независимость началась еще в 1905 году, но вышла на новый этап после падения династии Романовых. До февральской революции 1917 года казахи около 2 веков находились под колониальным гнетом Российской империи. Падение царского режима дало надежды деятелям Алаш создать сначала автономию, затем независимое государство. Образовать автономию значит создать суверенное государство. С 5 по 13 декабря 1917 года в Оренбурге состоялся общеказахский съезд, в ходе которого рассматривался вопрос создания государственности. В работе съезда приняли участие 82 делегата. 12 декабря в 3 часа дня провозгласили автономию, назвали ее Алаш. Все казахи обрели государственность, подняли флаг Алаш. Это исторический день. Также в ходе съезда обсуждался вопрос создания народной милиции, предтечи национальной армии. Обсуждалось формирование бюджета. Было создано правительство Национальный совет, который назвали Алаш-Орда. В его состав вошли Алихан Бөкейханов, Жаханша Досмухамедов, Алимхан Ермеков, Мухамеджан Тынышпайұлы, Бақтыгерей Құлманұлы, Жақып Ақпайұлы, Базарбай Маметұлы, Отыншы Әлжанұлы. Из регионов Уалитхан Танашев, Халел Досмухамедов, Айдархан Турлыбаев, Ахмет Бірімжанов, Халел Ғаббасов, Садық Аманжолов и Мустафа Шоқай. На демократических принципах был избран председатель Алаш-Орды. На эту должность были выставлены 3 кандидатуры – Алихан Бөкейханов, Бақтыгерей Құлманұлы и Айдархан Турлыбаев. На закрытых голосованиях Бөкейханов набрал 40 голосов, Құлманов – 19, а Турлыбаев – 20. Таким образом, Алихан Бөкейханов стал первым председателем Алаш-Орды. Появление идеи создания национальной автономии, это все произошло в очень сложный исторический период. Это был настоящий хаос. И, кстати, если опять же посмотреть программу Алаш-Орды, и в частности ее объяснение, почему необходимо создать национальную автономию Алаш, тогда же речь шла о том, что это в первую очередь связано для защиты национальных интересов казахов. Потому что после Октябрьской революции, по мнению алашардинцев, в стране начался хаос, анархия. Никто ни за что не несет ответственность. То есть этот хаос, анархия приводит к тому, что появляется большое количество угроз для простых жителей. И, кстати, параллельно с созданием национальной автономии, если вы помните, также была выдвинута идея и на практике реализовано создание народной милиции. То есть там 26 500 человек, должны были эту народную милицию составить, опять же для того, чтобы потом уже в будущем на базе нее создать, возможно, национальную армию. То есть это уже один из признаков суверенитета. Опять же для защиты, в первую очередь, простых людей. Поэтому хотел бы подчеркнуть то, что партия Алаш, как исторический феномен, она возникла, возможно, в нужное время. Мечтой Бөкейханова было создание независимого государства Алаш.
Итак, в основной закон сибирской автономии будет внесена отдельная статья. Казахская нация временно присоединяется к сибирской автономии. При изъявлении желания она вправе отделиться в самостоятельное государство. Мы решили, что для начала важно, опираясь на поддержку Сибири, освободиться от оков великой державы, а позднее, укрепив свою государственность, отделиться от нее. Басқаша айтқанда, алаш кеткелер өздерінің стратегиялық ең басты мақсатына, демек, яғни қазақтың мемлекетін қайта жаңғырту мақсатына жете алды. Міне, алаш кеткелердің тарихи ролі, тарихи маңызы сол, олар қазақ мемлекетін қайта құрып кетті. Демек, егер біз есептесек, қазақ хандығы бір жола тарих сахнасынан қашан кетті деген сұраққа келсек, ол 1847 жылы қазақтың соңғы ханы Кенесары хан қаза болғаннан кейін қазақ хандығы бір жола тарих сахнасынан кетті. Арада ғасырлар емес, 70 жыл өткенде ғана 1917 жылдың желтоқсан айында қазақ қайраткерлері, алаш қайраткерлері қазақтың мемлекеттігін қайта құрды. Бірақ енді жаңа заманауи мемлекетін құрды. Алаш автономиясы. Тағы бұл жерде аса ерекше атап өтетін нәрсе, алаш автономиясы дүниеге парламенттік президенттік республика болып дүниеге келді. Ал желтоқсан айында, 17 жылдың желтоқсан айында жалпы қазақ құрылтай жиналысы сайлаған алаш автономиясы Ресей империясының, бұрынғы Ресей империясының аумағында заңды түрде дүниеге келген тұңғыш заңды, легитимді мемлекет болып табылады. Однако большевики не дали сбыться мечте Алихана Бөкейханова и других деятелей Алашорды. В 1918 году Кремль дает указание чрезвычайному комиссару советской власти Алиби Жангильдину созвать съезд Казахского совета и намеревается там объявить о создании автономной Казахской Советской Республики. Жангильдину так объясняет позицию Кремля Сталин. Буржуазно-националистические группы требуют автономию для того, чтобы превратить ее в орудие закабаления своих собственных масс. В итоге советская власть закабалила казахский народ и привела в жертву миллионы людей во время Голодомора и репрессий 1937-1938 годов. Но это уже потом. Тогда большевики всеми правдами и неправдами пытались уничтожить автономию Алаш и установить на казахской земле советскую власть. Большевики в трудные для себя времена, а именно во время противостояния белым войскам, автономию Алаш признали. Они это сделали, чтобы воинские части автономии были на стороне Красной армии. И в противовес Колчаку, который отказался признавать автономию Алаш и даже приказал организовать военные карательные экспедиции против казахского государства. В это время испытавшие трудности советы обратились к лидерам Алашорды. В марте 1918 года Сталин связался с лидерами Алашорды по телефону. От имени автономии Алаш с ним разговаривал заместитель Алихана Бөкейханова Халил Габбасов. Сталин сообщил ему, что советское государство признает казахскую автономию. Сталин сказал следующие слова. Известные правила Совета народных комиссаров о правах народов России по сей день служат основной деятельности советского правительства в области национального вопроса. Третий съезд Советов вынес решение о реализации этого правила. Решение Всеказахского съезда, переданное нам, полностью совпадает с вышеуказанными правилами. Де-факто и де-юре большевистские власти были вынуждены признать автономию Алаш. На это сообщение Сталина лидеры Алаш отправили договор, состоящий из 11 пунктов. Суть договора сводилась к тому, что правительство Алашорды становится единственной признанной властью на территории казахской автономии. Однако большевики на это сообщение не ответили, а начали борьбу против автономии. В апреле 1917 года в Петербурге все тот же Сталин заявлял: Угнетенным народам, входящим в состав России, должно быть предоставлено право самим решать вопрос, хотят ли они оставаться в составе российского государства или выделиться в самостоятельное государство. А в 1921 году Сталин называет это пустым лозунгом. Мы с этим лозунгом распростились уже 2 года. Этого лозунга у нас больше нет. Требование отделения окраин на данной стадии революции глубоко контрреволюционно. Лидер большевистской партии Владимир Ленин также отказался от своих обещаний. В
2 ноября 1917 года советское правительство провозгласило Декларацию прав народов России, равенство и суверенность народов России, право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Также большевистские руководители обманули и башкиров. В марте 1919 года Ленин и Сталин признали башкортостанскую автономию, после чего башкиры начали воевать на стороне красных частей. 1 год и 2 месяца они с оружием в руках устанавливали советскую власть в Украине. Но после того, как чаша весов начала переходить на сторону Советов, большевики, изменив свое решение, объявили: Башкортостан – российская автономная губерния. Лидер башкирского государства Ахмед Заки Валиди решил лично спросить у Ленина о том, почему были нарушены договоренности. На это Ленин ответил: Какой вы революционер? Чего ради цепляетесь за эти соглашения? Наши с вами соглашения лишь клочок бумаги, который никого ни к чему не обязывает. Но большевики не могли так легко расправиться с автономией Алаш, так как лидеры казахского правительства пользовались огромным доверием и поддержкой со стороны населения. Алихан Бөкейханов и его соратники призывали казахов не поддерживать большевиков. В 1918 году алашординцы издают решение: все декреты, изданные советской властью на территории автономии Алаш, недействительны. Алихан Бөкейханов в том же году сделал твердое заявление: казахский народ никогда не признает советскую власть и никогда не будет подчиняться советскому государству. Официально было заявлено о том, что советская власть в принципе признает независимость этого автономного образования в рамках Российской Советской Федерации. Да? То есть, получается, большевики, они обещали предоставить эту независимость. Вот. Но, как показывает практика, когда вместо одного дракона приходит другой дракон, да, он не признает наличие каких-то конкурентов, особенно политических, особенно с точки зрения конкурирующей идеологии. Понимаете, для большевиков было важно, чтобы те бывшие колонии, которые, ну, скажем так, после февральской революции, в частности, активно стали заявлять о создании каких-то автономий, речь идет не только о Туркестане, да, речь идет о Кавказе, например. Да? Если помните, на Кавказе тоже были такие попытки. То есть они могли бы быть плохим примером для всех остальных. То есть для них было важно, чтобы были нейтрализованы для начала сами идеи по созданию некого независимого суверенного государства. Да? Потому что если бы они предоставили бы кому-то эту независимость, то тогда бы это был, с их точки зрения, плохой пример для других бывших колониальных структур. И поэтому, естественно, им важно было с точки зрения политического выживания уничтожить вначале идею, а потом уничтожить носителей этой идеи. Были созданы военизированные подразделения, которые должны были противостоять врагам автономии. Однако вскоре алашординцы поняли, что оказались в тесном кольце окружения. 21 ноября 1918 года Колчак объявил себя правителем всей России и отказался признавать автономию Алаш. Он приказал автономию распустить, а ее лидеров расстрелять. Международная обстановка также не благоволила лидерам Алаш. Англия, Франция и Япония признали правительство Колчака и поддержали его решение относительно национальных автономий. Войска Алашорды сражались на нескольких фронтах. С одной стороны против Красной армии, с другой против Колчака, с третьей против казачьих атаманов, с четвертой против местных воинских формирований во главе с Джангильдином и Имановым. В этой ситуации алашординцам ничего не оставалось, кроме как признать советскую власть. Ахмета Байтурсунова, Байхадама Каралдина и лидера башкиров Заки Валиди, поехавших в Москву к большевикам, с большим почетом встретил лично Сталин. Затем их принял лидер большевиков Владимир Ленин. Автономияны алып кететіндей кадр бізде болған жоқ. Сапа аз болды, сан аз болды, сапалы кадрлар бар ғой, дау жоқ. Өйткені үлкен билікте болды, бірақ сан аз. Сондықтан іс жүзінде билік кететіндей мүмкіндік болған жоқ. Сондықтан жер-жерде совдептер жеңіп жатқан уақытта депутаттар кеңесі, солдаттар, шаруалар, жұмысшылар кеңесі жеңіп жатқан уақытта оған қарсы тұра алмады. Тек соның негізінде ғана автономия алуға шынында мәжбүр етті жағдай. Сондықтан да бұлар билікке ие бола алмады деп ойлаймын. Енді дегенмен 2 жылда жұмыс істеді, оның біржолата жойылуы 20-шы жыл ғой, 20-шы жыл көктемде Қазақ әскери революциялық комитетінің Қазақ жерінің
өлкөсүн басқару туралы. Солар сол кезде шешім шығарды, сонымен жойылып іс жүзінде кірді. Бірақ Алаш идеясы бәрі өлген жоқ деп айту керек. Өйткені Алашты сол кезде қозғалысқа қатысқандар, Алашордаға қатысқандар, ол бәрібір жаңа үкімет мойындады ғой. Ана жаңа үкімет оларға кешірім берген. Бірнеше рет кешірім берілді. Сондықтан жаңа үкіметтің құрамында істеді көбі. Сөйтіп кеуделерінде Алаш идеясы, ел болу идеясы кеуделерінде тұрғандықтан да олар советтік негізде бәрібір қазақтың ұлттық мемлекетін орнатуға тырысты. Еще несколько лет лидеры Алашорды будут де-факто руководить казахской автономией. Заки Валиди в своих воспоминаниях рассказывает о продолжавшейся борьбе за независимость казахского и башкирского народов. Даже обсуждалась идея отдельной от коммунистической партии Свободной социалистической партии. Заки Валиди предлагал на базе платформы партии Алаш создать казахскую социалистическую партию. Программа этой партии будет опубликована за рубежом в 1926 году. В годы репрессий этот документ станет обвинительным фактом против алашординцев. Дальше известно всем. Аресты, репрессии, тюрьмы. Советская власть представляла лидеров Алашорды как врагов народа. Их судили за якобы контрреволюционную, антигосударственную деятельность. Руководители Алашорды показывали как противников реформ и развития. По кремлевской установке их политическое наследие было предано забвению. На самом деле лидеры Алашорды предлагали прогрессивные пути развития. Они хотели построить демократическую парламентскую республику. Деятели Алаш были либеральных и демократических взглядов. Это можно понять из программы партии Алаш. Россия должна стать демократической федеративной республикой. Демократия – народная власть. Федерация – союз мелких государств. Каждое отдельное государство федеративной республики автономно и управляется само собой на одинаковых правах и интересах. Причем законы касались не только казахов, но и всех, кто проживает на территории автономии. Не были алашординцы религиозными, это были светские, образованные либералы. Религия должна быть отделена от государства, все должны быть свободны и равны. Программа партии Алаш. Известный исследователь истории Алаш Турсун Журтпай в своей книге «Боль моя, гордость моя, Алаш» сформулировал идеи видных казахских деятелей 20 века в 5 положениях. Первое положение о земле. Деятели Алаш писали: древняя казахская земля не должна отдаваться в частное пользование, пока сами казахи не дойдут своим умом и возможностями до научного и технического освоения своей земли. Она также не отдается переселенцам. Второе положение. Все, что находится внутри земли, на поверхности ее, в небе, должно работать на благо казахского государства. Третье положение. По проекту Букиханова, выработанная на казахской земле каждая горсть шерсти должна быть потрачена на ткань, которую будут носить граждане этой страны, ибо нам необходимо стремиться к полной экономической независимости. Четвертое положение. В казахском государстве должно быть главенство народа, образующего государство, главенство его языка, культуры и религии. Пятое. На основе национальных обычаев, традиций, опирающихся на закон, на основе науки необходимо создать национально-демократическое государство по типу Японии. А знаете, когда у нас появилась первая конституция? Тоже в 20 веке. Инициатором составления первой казахской конституции был лидер Алаш Алихан Букиханов. Под его руководством в 1911 году юрист Барлыбек Сартанов написал Устав страны казахов, Конституцию. По демократичности и провозглашенным либеральным ценностям она не уступает конституциям развитых европейских держав. О правах человека. В стране казахов все люди имеют равные права. Не допускается дискриминация человека по признаку религии, крови, социального или этнического происхождения. Человек несет ответственность только перед законом и Богом. В стране казахов люди имеют право на свободу, равенство и счастливую жизнь. В стране казахов мужчины и женщины равны. Казахские особенности не унижают женщин и осуществляются с их согласия. В стране казахов человек имеет право свободно высказываться, объединяться и вступать в политические партии. В стране казахов человек не может быть подвергнут задержанию, заключению в тюрьму без санкций суда.
В отношении задержанных в течение 24 часов должно быть вынесено решение суда. В противном случае задержанный освобождается. Ответственные за незаконное задержание или арест несут ответственность перед судом. В стране казахов не допускается вскрытие писем и переписки. Разрешение на вскрытие в компетенции суда. Человек имеет право владеть любым видом имущества. Владение, пользование, распоряжение имуществом не должно причинять вред другому человеку. Лишение права на имущество осуществляется на основании закона и с надлежащим материальным возмещением. Высший орган страны казахов – Национальный мажилис. Избранные в его состав избирают главу страны казахов – президента на 4 года. Один президент не вправе управлять страной больше 2 сроков. Впечатляет, правда? Конституция, написанная в 1911 году Сартановым, еще раз свидетельствует о приверженности лидеров Алаш демократическим идеалам и ценностям. Их мечтой была независимая, сильная, развитая и открытая страна – государство Алаш. И ориентировались они на процветающие западные страны. Егер сол кезде 20 жылдан кейін бері қарай Қазақстан билігінің басында сол Алаш халифелер қалған болса, онда бүгінгі қазақ автономиясы, қазақ мемлекеті әлемге кең танылған демократиялық парламенттік мемлекет болар еді. Өйткені жаңа атап өткенімдей, Алаш автономиясы құрылған күні Алаш партиясының жарғысын назар аударсаңыз, Алаш автономиясының болашақ конституциясының жобасына назар аударсақ, өзін дүниеге келген сәттен бастап Алаш автономиясы өзін демократиялық парламенттік республика ретінде таныстырды. Өйткені Алаш қайраткерлерінің басынан бүкіл қайраткерлері олар тек жан дүниесімен либералдық демократиялық құрылымды қолдап келген азаматтар болатын. Сол себептер олар тіпті кеңес үкіметі құрылғаннан кейін кезек үкіметін олар мойындап, кезек үкіметіне жұмыс істей бастағанның өзінде қызмет ете бастаған кездер олар өздерінің демократиялық көзқарастарынан бірі де бас тартқан жоқ. Лидеры Алаш понимали, что ничего позитивного от большевиков ждать не стоит. Советская власть начала с огульного отрицания за местным коренным населением права на участие во власти. Третий Туркестанский съезд Советов в своей резолюции от 19 ноября 1917 года. Включение в настоящее время мусульман в органы высшей краевой революционной власти является неприемлемым. О необходимости привлечения к руководству казахской автономии местных кадров в письме Ленину написали Ахмет Байтурсунов, Заки Валидий и Турар Рыскулов. Реагируя на письменное сообщение, Ленин распространил по радио обращение к мусульманским народам. Он предложил местным большевистским организациям привлечь к работе казаха Рыскулова, узбека Кужаева, татарина Султангалиева и назначить их на высокие посты. Но на это обращение Ленина большевики ответили отказом и даже призвали его к ответу. После чего Ленин заявил Валидий: Видите, на пути исполнения радиоприказа возникли препятствия. Уничтожить русский империализм ни руками самих русских, ни помимо их воли вооруженными силами мусульман невозможно. В 1924 году в письме на имя Сталина Голощёкин писал: в составе организации Российской коммунистической партии большевиков в Киргизии киргизов 6%. К тому же кир-коммунисты распылены, почти нет киргизских ячеек. Ленин и большевики никому не собирались отдавать власть. Группа вооруженных мятежников, совершившие государственный переворот в Петрограде, были намерены укреплять свои позиции. Деятели Алашорды с либеральными взглядами им только мешали. Они не собирались терпеть независимых людей. И случай, описанный Мустафа Шохай в Ташкенте, яркий тому пример. 21 января 1925 года, в годовщину смерти Ленина, туземное население старого города Ташкента по распоряжению властей было поставлено на колени. И в этом положении подлинных колониальных рабов туземцы оставались в продолжении нескольких минут. Об этом позорном акте советской власти газеты молчали в течение долгого времени. И только по истечении 2,5 месяцев, 9 апреля 1925 года, ташкентская газета «Кызыл Узбекистан» решилась дать место статье своего корреспондента из Москвы. Вот так подчиняли себе народ большевики. Но деятели Алашорды стоять на коленях перед большевиками не собирались. Они хотели построить независимое и развитое государство.
И это государство не ограничивалось бы лишь Казахстаном. Они пытались объединить весь Туркестан. По современным меркам это вся Центральная Азия. Лидеры Туркестана Мухаммеджан Тынышпаев и Мустафа Шокай алашординцев поддержали и вошли в состав правительства Алашорды. По некоторым данным, в составе партии Алаш были до 5000 лучших представителей национальной интеллигенции и степной аристократии. С каких стран брали пример Алихан Бөкейханов и его соратники? Уж точно не с большевистской России, а с Европы, Японии и США. Алашординцы знали, что, ориентируясь на западные страны, можно добиться колоссальных результатов. А после того, как в войне 1904-1905 годах Япония разгромила Россию, они начали углубленно изучать опыт этой быстро развивающейся азиатской страны. Халель Досмухамедов в письме, адресованному другу от 1904 года, пишет: «Когда подумаешь, что кроме тебя десятки или даже сотни казахов получают высшее образование, то приходишь к всяческим мыслям, что и этот народ способен к труду, к прогрессу, что и он, может быть, когда-нибудь займет в мире одно из почетных мест, что и он может сделаться второй Японией». В качестве политической модели будущего развития, с будущим суверенного государства, алашординцы взяли японскую модель. Что интересно, да? То есть тоже постепенное развитие, модернизация, но не забывая свои национальные корни, да? Сохраняя свою национальную идентичность, что в принципе у японцев получилось. И как показало в дальнейшем развитие Японии, ну если даже исключить вот эти очень тоже кровавый период там, Второй мировой войны и так далее, да, вот, а по факту то, что мы сейчас видим, Япония сейчас входит там, в список 30 развитых стран мира, куда, кстати, Казахстан хочет попасть. То есть получается то, что тогда алашординцы взяли Японию в качестве примера, ту страну, которая, как, с точки зрения даже футурологии, они оказались правы. Попала потом в список 30 развитых государств, образца для подражания, на который Казахстан тоже сейчас пытается ориентироваться. В 1852 году американский президент Миллард Филлмор распорядился отправить к берегам Японии морскую экспедицию. Его надежда состояла в том, как он писал, Соединенные Штаты и Япония жили в дружбе и имели торговые отношения друг с другом. Он выдвинул Японии 3 предложения. Первое состояло в том, для обеих стран было бы в высшей степени полезно, если Япония изменит древние законы и позволит свободную торговлю между двумя странами. Во-вторых, он просил японцев обращаться с потерпевшими кораблекрушение моряками по-доброму. И в-третьих, президент США высказал надежду, что нашим пароходам и другим судам будет позволено останавливаться в Японии и пополнять запасы угля, провианта и воды. Во главе американской миссии стоял коммодор Мэтью Перри, ветеран войны с Мексикой. Он вошел в бухту Эдо 8 июля 1853 года. Через 6 дней он с большой помпой сошел на берег, чтобы передать письмо президента представителям Сигуната. Кроме того, Перри передал японцам 2 письма собственного сочинения. В них он охарактеризовал политику изоляции как немудрую и непрактичную и дал японцам год для обдумывания предложения американского правительства. 14 февраля 1854 года Перри вновь прибыл в Японию. На этот раз его флотилия состояла из 8 лучших боевых кораблей мира. У японского сигуна не было иного выбора, кроме как подписать соглашение. Начиналось оно с обещания вечного мира. Затем следовали уточнения. Таким образом, экспедиция коммодора Перри покончила с японской политикой самоизоляции. Данное событие стало началом исторических изменений в Японии. Политическая элита Сигуната поняла, что без углубленного изучения Запада и его институтов страна всегда будет зависимой от других. Потому в 1862 году Сигунат послал нескольких японских самураев на учебу в Лейденский университет, первое западное учебное заведение, принявшее японцев. До своего падения в 1868 году Сигунат Токугава отправил в США и в Западную Европу 7 миссий. Они занимались изучением культурных, социальных, политических и экономических институтов стран, которые посещали. После восстановления власти императора в Японии изучение опыта западных стран пошло еще углубленнее. В 1871 году
правительство послало делегацию во главе с Ивакуро Томоми в США и в Европу. Они должны были посетить 15 государств, установивших официальные отношения с Японией. Первоочередной задачей японской делегации было изучение западной цивилизации. Делегация была разделена на несколько групп, у каждой из которых была своя задача. Кому-то доверили изучить конституции и политические институты западных стран, кто-то занимался исследованием систем образования и науки, другие были заняты сбором информации экономического характера относительно налоговой системы, промышленности и торговли. Историограф миссии так написал о европейских странах. Та степень богатства и процветания, которая наблюдается ныне в Европе, была достигнута лишь после 1800 года. По меньшей мере 40 лет потребовалось для того, чтобы произвести все это. Те, кто будет читать эти строки, должны использовать этот урок на благо Японии. В 1868 году император Японии после возврата всех властных полномочий вызвал во дворец в Киото около 400 чиновников и зачитал новые принципы национальной политики. Этот документ известен как «Хартия клятвенных обещаний». Там были некоторые положения, созвучные идеям деятелей Алаш-Орды. Должны быть созваны совещательные собрания, и все государственные вопросы будут выноситься на народное обсуждение. Знания будут приобретаться по всему миру, способствуя таким образом упрочению фундамента государства. Несколько лет шла борьба в японском государстве вокруг принятия новой конституции страны. И лишь в 1889 году император Мэйдзи сообщил о новом основном законе Японии. Конституция гарантировала японцам следующие права: на неприкосновенность жилища и на защиту от незаконного вторжения и обыска, право нести наказание только по приговору суда, пользоваться нерушимым правом собственности, на свободу вероисповедания, а также на свободу слова, письма, публикаций, общественных собраний и организаций. Эти права были гарантированы статьями Конституции Мэйдзи. За 3 первых десятилетия существования режима Мэйдзи руководители Японии создали конституционный строй, созвали национальное собрание, провели индустриализацию, а также реорганизовали социальную структуру общества. Как итог, Япония стала быстро развивающейся страной. А в войне с Россией 1904-1905 годов японцы нанесли поражение крупнейшей европейской державе. Воодушевляющий пример эпохи Мэйдзи дал надежду деятелям Алаш-Орды на быстрое развитие государства. Один из деятелей Алаш Миржахып Дулатов писал: «По политическим институтам Европа – учитель для всех стран. Мы должны брать пример с европейцев». Газета «Казак», главный рупор алашординцев во время борьбы за автономию, разместила двери юрты со стороны Европы. Что это значило? Знания и наука приходят с Европы. Мы должны ориентироваться на Европу. Такой посыл алашординцы хотели донести народу этим символом. Букиханов говорил: Западное направление, заявлял он, имея в виду воспитанную им же элиту Алаш, видит будущее казахской степи в сознательном претворении западной культуры в самом широком смысле этого слова. Большевики в первые годы установления советской власти не собирались строить школы и давать хорошее образование казахскому населению. Об этом говорят справки и документы, приведенные видным политическим деятелем 20 века Мустафа Шокай. Он пишет: Обращусь к Кинбекши Казаху. В номере от 14 июня 27 года газеты писалось: казахских школ имеется около 1600, но из них число школ, имеющих помещения, еле-еле достигает 40. Комментарий излишний. 1600 на бумаге, а на деле еле-еле достигает 40. Далее в казахских аулах только 1,5% школ имеет помещение, а в русских поселках помещением обеспечено 28% школ. Кстати, Голощекин также признает эти факты. В своем докладе на партийной конференции он заявил: На бумаге мы имеем большое количество школ в аулах, но в действительности никакой школы в аулах нет. Если аульные школы имеют помещения, то в этих помещениях нет скамеек. Если есть скамейки, то нет учебников. Деятели Алаш-Орды понимали, что с таким образованием казахи далеко не продвинутся. Алихан Букиханов, вспоминая беседы с одним из лидеров российского правительства того времени Александром Керенским, говорил: Мы с нашими восточными обычаями, с разноцветными узбекскими чапанами, с мягкими без каблуков сапогами му,
Не сможем перешагнуть через порог цивилизации. Дела религии отделены от государства. Мы должны стремиться к учреждению национально-демократического общества. Казахстан стал суверенным государством в 1991 году, хотя имел призрачные шансы стать суверенным государством несколько десятилетий ранее. Очевидно, ни большевики, ни другие тоталитарные соседи автономии Алаш не дали бы сбыться мечте Алихана Бөкейханова и его соратников. Однако давайте поразмышляем, каким государством сейчас стал бы Казахстан, если бы победила Алаш-Орда? Каких трагедий мы смогли бы избежать, если бы уцелела автономия Алаш в 20 веке? Во-первых, если бы деятели Алаш смогли создать независимое государство, казахский народ избежал бы Голодомора. Две жуткие трагедии в течение каких-то 10 лет произошли на территории современного Казахстана в прошлом веке. Голодомор 1921-22 годов унес жизни от 1 миллиона до 1,5 миллиона человек. Количество умерших от голода мусульман, говорит Рыскулов, исчисляется в огромных размерах. Но цифр он не приводит. Советские источники 1919 года назвали кошмарную цифру в 1 миллион 114 тысяч человек. В Перовске, ныне Кызылорда, сидел самодержец Гержот. От него откочевал целый народ киргизы. При этом от кочевания вымерло около 1 миллиона человек. Знаете, где это написано? Это было напечатано на столбцах безукоризненно правдивой в ваших глазах «Московской правды» в номере 133 от 20 июня. Туркестан под властью Советов. Кеңес өкіметі өзін бір жала орнықтыру үшін адамзат тарихында болмаған сұмдық зұлымдыққа барды. Ең алдымен 1928 жылы олар жаппай ұжымдандыру және байлардың түгел дүние мүлкін түгел тәркілеу, оларда итжеккенге айдау. Ақырында 31-33 жылдары қазақ даласында қолдан аштық ұйымдастырып, қазақтың 70%-нан астамын қырып салды. Сөйтіп қана кеңес өкіметі қазақ даласында бір жала орналасты. Голодомор 1931-32 годов затронул всю территорию нынешнего Казахстана. В результате погибли от 3 до 3,5 миллиона казахов. Главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Украины Наталья Левчук обозначила Казахстан как наиболее пострадавший от Голодомора. В абсолютном отношении наибольшие потери – это Украина. По нашей оценке, это 3,9 миллиона. Но сравнивать абсолютные потери между республиками некорректно, поскольку они имели разную численность населения. Украина в то время имела где-то 30-31 миллиона в разные годы, а Российская Федерация – 104-105 миллионов. По разным оценкам, до Октябрьской революции, собственно, казахов на территории Казахстана было 6 миллионов душ. В 1939 году, согласно данным переписи населения, казахов осталось чуть более 2 миллионов человек. По словам Левчук, первое место по уровню относительных потерь занимает Казахстан. На втором Украина, далее Россия, Беларусь, а страны Закавказья и Средней Азии еще меньше. Рада Украины расценила Голодомор как акт геноцида против украинского народа. Казахстан пока таких законов не принимает. Если бы не Голодомор в 20 веке, то в настоящее время казахи были бы одним из больших по численности наций мира. Если до Октябрьской революции казахов было 6 миллионов душ, население Турции тогда составляло менее 12 миллионов человек. Сейчас в Казахстане проживает 18 миллионов, а в Турции 80 миллионов. Из них этнических турков не менее 65 миллионов человек, а этнических казахов на территории Казахстана всего 11 миллионов. Причем около 5 миллионов казахов по разным причинам проживают за пределами исторической родины. Египтян в начале века было около 10 миллионов человек. Сейчас население Египта составляет 95 миллионов человек. Иранцев в начале века было менее 10 миллионов. Сейчас их 80 миллионов. Почувствовали разницу? Если бы не сталинский геноцид казахов в виде Голодомора, то население Казахстана сейчас составляло не менее 60 миллионов человек.
Алаш партиясының бағдарламасына қараған уақытта, жалпы сол кездегі алаш қайраткерлерінің жазған мақалалар, ұстанымдарына қараған уақытта әрине жағдай басқаша болар еді. Ең бірінші, менің ойымша, бұл парламенттік республика болар еді. Өздері көздегендей. Онан кейін жалпы әрине зайырлы мемлекет болар еді. Ол енді солай болды боялар еді. Өйткені алаштың өзі сол дін мен мемлекетті бөліп қарау деген мәселе бұрыннан қойған болатын. Содан кейін ең бастысы ұлттық бірлік сақталар еді. Және ең үлкен нәрсе Совет үкіметінде орын алған. Совет үкіметінің үлкен қылмысы онда жүзеге аспаған болар еді. Совет үкіметі билікке келгелі бері 17 жылдан бастап халық қырғынға ұшырады. Сонау 32-33 жылға дейін халық қырыла берді. Перманентті ашаршылық болды. Ол іс жүзінде большевиктердің қолдау ұйымдастырған ашаршылық еді. Кезінде Мұстафаның айтатыны бар. Большевиктердің аштық саясаты. Сол саясат жүзеге аспаған болар еді. Халық ашаршылыққа ұшырамаған болар еді. Яғни ұлттық апатқа ұрынбаған болар еді. Өйткені біздің үлкен білетініміз үш дүркін үлкен аштық болды. 17-18-19 жылдары, 21-23 жылдары, 31-33 жылдары. Сол алғашқы екеуі екі автономияның төңірегінде болса, Түркістан автономиясында және Қазақ автономиясында. Ал үшінші аштық біріккен үлкен Қазақстанның төңірегінде болды. Және бәрі Россияның құрамында жүргенде болды. Міне осы ашаршылықтар болмас еді. Ол біздің осы күнгі жобалап есептейді ғой, жоба бойынша тікелей 4,5 миллиондай қазақ кетті деп есептейді, көшпелі халық. Ол енді сол кездегі ықтимал өсімді есеп қалсақ, 10 миллиондай қазақтан айырылдық. Егер де оның бәрі ондай қырғынға ұшырамаған болса, егер де жаңа үкімет, Алашорданың көздегенде үкімет болса, ондай қырғын болмас еді әрине. Онда бүгінгі халық сыңсып отырған бір 40-50 миллион сондай бір ірі халық болар еді. Во-вторых, создание автономии Алаш, а затем и независимого государства предотвратило бы массовые репрессии 1937-1938 годов. По историческим оценкам, 118 тысяч человек были осуждены, 25 тысяч из них были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. На территории Казахстана были созданы жуткие исправительные лагеря, сравнимые с концлагерями нацистов. За годы репрессий на территорию нашей страны были сосланы более 5 миллионов человек. Ужасные цифры. Если бы, например, Алаш-Орда сохранилась как правительство, а партия Алаш была бы сильным, очень сильным политическим игроком, то, возможно, мы бы не потерпели еще очень мощное поражение, которое потом произошло, вот особенно 30-е, 40-е и дальнейшие годы. Это уничтожение интеллигенции. Понимаете, то есть с уничтожением руководителя Алаш-Орды, вот этой, да, скажем так, той самой интеллектуальной элиты, по сути, появился большой вакуум. Естественно, в будущем он стал заполняться, скажем так, новой интеллигенцией, но, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, для него были важны не мыслители, а идеологи. И мы до сих пор страдаем от этого. Если даже посмотреть на текущую действительность, да, и задаться вопросом, есть ли в Казахстане там казахстанская интеллигенция, мы видим, что, к сожалению, такое высокое звание интеллигент мало кто может себе нести, да? Потому что интеллигент – это в первую очередь человек или представитель интеллигенции, который любит задавать по отношению к власти. В этом особенность интеллигенции, то, что было у Алаш-Орды. В-третьих, удалось бы избежать многих трагедий, связанных с советской политикой. Красный террор, коллективизация, создание трудовых лагерей, многолетний застой, жизнь при диктатуре – всего этого можно было бы избежать. Казахи чуть было не потеряли язык, культуру в годы советской власти. В столице Казахской ССР, в городе Алма-Ата, была лишь одна казахская школа. Заки Валиди в своих воспоминаниях пишет: знакомый польский коммунист тайно передал Турару Рысколову один экземпляр документа. Позже, в 1923 году, татарский интеллигент Усман Тукумбет вывез экземпляр этой записки в Берлин. В ней излагались следующие мысли. Нужно воспользоваться тем обстоятельством, что у многих восточных народов не завершился процесс формирования литературного языка, и помешать возникновению мощных литературных языков, объединяющих несколько народов. Ввиду того, что у этих народов крайне малочисленны деятели культуры и мыслящие люди, не составит большого труда внести в их среду разлад и разброд, с тем, чтобы впоследствии совсем их уничтожить. Политика культурной дискриминации привела почти к губительным последствиям. Судьба казахов сложилась бы по-другому, если бы победила Алаш-Орда. Казахстан, очевидно, сейчас был бы совсем другим государством. Развитым, сильным, влиятельным, с большим населением и демократическим. Если бы каждые 4 года менялся президент, то у нас с 1917 года был бы 25-й руководитель. Были бы разные политические партии, движения и независимые СМИ. Все было бы по-другому. Так какой была бы страна по ключевым параметрам,
если бы победила Алаш-Орда. Население – 50-60 миллионов человек. Казахстан был бы одной из крупнейших стран в регионе. Политическое устройство – демократическое, светское и открытое государство. Помимо партии Алаш были бы и другие политические силы, которые продвигали бы свои идеи и видение государственного развития. Проходили бы честные и справедливые выборы. Казахстан был бы государством с установившимися политическими традициями. Экономика была бы одной из самых развитых в мире. С таким народом, ресурсами и территорией наша страна могла бы жить не хуже японцев, южнокорейцев, малазийцев и других благополучных азиатских государств. Алихан Бөкейханов и его соратники смогли бы дать развитие науке, образованию, подготовить кадры. Промышленная революция, социальное преобразование в Казахстане прошли бы успешно. Центральная Азия была бы совсем иной. Мы говорили о том, что Туркестан был готов войти в состав Алаш. По всей вероятности, сейчас в Центральной Азии могло существовать одно большое государство. Тогда население этой страны могло достигать более 100 миллионов человек. С мощной экономикой, открытой политической системой, демократическими институтами государство Алаш могло претендовать на вхождение в состав Европейского Союза. Наша страна могла стать одним из ведущих держав не только в регионе, но и во всем тюркском мире. Это не просто мечта. Такое государство хотел создать Алихан Бөкейханов и его соратники. Без тоталитарного прошлого, без коррупции, без всего негативного советского наследия Казахстан мог стать большим и развитым государством, если бы победила Алаш-Орда. В их модели было создание, скажем так, все-таки демократического государства. И если бы это государство появилось тогда, и у него не было больших проблем с точки зрения своего развития, то, возможно, сейчас мы уже давно жили бы, да, в условиях определенного демократического общества. Но момент состоит в том, важный момент, что алашардинцы пытались создать демократическое государство в окружении авторитарных соседей. То же самое Китай, да, ну, если вы помните, даже многие государства мусульманского мира, да, или с этой стороны Россия. То есть, опять же, там понятно то, что большевики пришли к власти под лозунгом равноправия, но потом мы уже видели, к чему это привело, да, то есть создание жесткой командной административной системы. Вот. И поэтому возник бы вопрос, смогло бы вот это демократическое государство долго просуществовать в окружении таких довольно жестких авторитарных систем. Вот. Можно было предположить, что в будущем, даже если бы такое государство было создано, возможно, были бы какие-то конфликты и с московскими властями в будущем. Возможно, были бы. Тем более, что, если вы помните, все-таки советская власть, она ведь мыслила тоже довольно глобально. Да? То есть основная задача была распространить эту идею, в том числе и в странах мусульманского мира, даже пойти дальше Средней Азии, да? Там, Афганистана, и дойти до Индии и так далее. То есть были такие идеи. То есть идея всемирной революции, она, по сути, была мощным стимулом для деятельности партии большевиков на первых этапах ее становления. Потом, когда уже Сталин пришел к власти, он идею всемирной революции убрал в исторический ящик, потому что реально понимал, что это сейчас невозможно. Да, поддерживались те или иные революционные силы, но он уже не как Лев Троцкий или как Ленин, да, он уже не бегал с этими идеями. Вот. Но я думаю, что, скорее всего, если бы даже это государство было создано, перед ним было бы большое количество вызовов, внешних вызовов. Я думаю, было большое количество желающих это государство уничтожить, внутренних вызовов. Потому что всегда речь идет именно о создании экономического базиса, на основе чего бы, да, создавалось это государство. То есть можно сделать политическую надстройку. Да? Возникает вопрос, а какие экономические будут предпосылки для того, чтобы эта надстройка долгое время существовала. Да? Как можно было трансформировать тогда кочевое все-таки, да, общество в модернизационное общество. То есть здесь важный вопрос стоял именно о просвещении, об образовании в том числе. Если бы не ряд ключевых событий, то у лидеров Алаш были некоторые шансы отстоять государственность. Шансы были призрачные, но они имелись. Тем не менее, в такой трудной ситуации Алихан Бөкейханов, Ахмет Байтурсунов, Алимхан Ермеков и другие видные казахские деятели смогли добиться политического максимума для государства. Это улица Алихана Бөкейханова в Алматы. Протяженность всего 4 километра. Далеко от центра, рядом со знаменитой Алматинской барахолкой. В первой столице независимого Казахстана нет ни одной центральной улицы, названной в честь Алихана Бөкейханова. Зато по всей стране улицы продолжают носить имена
Ленина, Мирзояна, Фурманова и других красных вождей. Но неужели нельзя было назвать одну центральную большую улицу именем великого деятеля Алаш Алихана Бөкейханова? Памятник Алихану Бөкейханову в городе Семей, тогда он назывался Алаш, первой столицей автономии, открыли лишь в 2017 году, спустя 100 лет после провозглашения автономии Алаш. А могли ведь и раньше, правда? А о переименовании города Семей в Алаш никто и вопроса не поднимает в Казахстане. Хотя все знают, что Семей происходит от русского Семипалатинск – 7 палаток. В казахском языке слова «семей» нет. Так почему не переименовать этот древний исторический город в Алаш? Что мешает? История казахского народа – это как зеркало, в которое не хотят смотреть. Да? Вот, то есть они больше любят селфи. То есть где видят свое лицо и фотографируют, и представляют это как великое достижение. Вот, обратите внимание, в этом году было столетие, да? С момента образования партии Алаш, когда ее образовали вот в июле 2017 года, потом появление Алаш-Орды правительства, да, Народного совета, вот, и объявление создания вот, национальной территориальной автономии Алаш. Да? То есть 100 лет. То есть в других бы странах мира, в принципе, это отмечалось как очень значимый государственный праздник. Политической оценки трагическим событиям 20 века мы также не дали. Более того, Казахстан продолжает хранить молчание, когда в России глава ФСБ Александр Бортников оправдывает массовые репрессии 1937-1938 годов. Видные общественные деятели России, такие как Людмила Алексеева, Лия Ахиджакова, Светлана Ганнушкина, Лев Гудков и другие, в открытом обращении после интервью Бортникова, связанной со столетием создания большевистской политической полиции ВЧК, заявили, он фактически оправдал геноцид по социальным и национальным признакам и иные преступления против человечности, в которые вылился массовый террор советских карательных органов. Он сознательно многократно преуменьшил масштаб террора 20-50-х годов, сведя его к эксцессам 37-38 годов. Почему молчит руководство Казахстана в связи с такими заявлениями руководителя ФСБ, остается неясным. Известный историк Мамбет Койгелдиев назвал Алихана Бөкейханова казахским Ганди. Действительно это так. Если бы не исторические обстоятельства 20 века, не географическое положение и длительное господство тоталитарных режимов, лидеры Алаш могли создать независимое государство. Но надо признать, что и нынешний Казахстан обязан Бөкейханову и его соратникам. Нашу страну можно назвать преемником государства Алаш. Ведь если бы не их борьба, кто знает, в каких границах остался бы Казахстан. Факты говорят сами за себя. Турсун Журтбай пишет: определение границы казахской автономии, определение государственного статуса и состава, выбор и расположение столицы – эта работа выпала на долю полномочного представителя Совета народных комиссаров Алимхана Ермекова при непосредственном участии Бөкейханова и Байтурсунова, которые поставили перед Лениным 3 конкретные проблемы. У каждой нации есть права в нужный ей момент отделиться и выйти из состава империи. Это было записано в Декларации прав народов, опубликованной в 1917 году. И теперь они предлагали включить этот пункт в договор об образовании Советского Союза. Должно было пройти 70 лет, и при распаде СССР республики оперлись на этот пункт, и теперь становится понятно, какой политический смысл он имел, этот пункт-параграф. Было предложено Казахский край провозгласить отдельно от Туркестанской республики, как самостоятельную автономную республику, и немедленно создать комиссию по определению границ Казахстана. Дело в том, что если бы мы в то время присоединились к Туркестану и не отстаивали территорию казахской автономии как отдельную административную единицу, тогда сегодняшние Усть-Каменогорская, Семипалатинская, Карагандинская, Кокшетауская, Северо-Казахстанская области вошли бы в состав Западной Сибири, а Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Чемкенская и Мангистауские области оказались бы в составе Узбекистана. Если бы не огромная заслуга алашординцев в отстаивании национальных интересов, мы бы вряд ли сейчас были бы 9-м крупнейшим по территории государством в мире.
алашпен бітті есептеуге болмайды деп ойлаймын да. Алаш жариялаған республика бәрі сол кездегі алаштың алғаш көздеген жері бәрібір Қазақстанның құрамына кірді. Алаштың алғашқы көздеген идеяларының бәрі советтік негізде жүзеге асып жатты. Одан кейін 91 жылы тәуелсіздік келді, іс жүзіндегі тәуелсіздік. Сондықтан бұл бір-біріне байланысты жалғасып жатқан нәрсе. Түптің түбінде ол алаштың үкімет құрған, мемлекет құрған, қазақ мемлекеттігін жаңғыртқан кезеңі тәуелсіз еліміздің бастауы деп санау керек деп солай есептеледі ғой деп ойлаймын. Бұл енді оның шарты әрине ол тарихты білу керек, ол үшін жастар білу керек, жалпы халық білу керек, біздің билеуші буындағы, билік буындарындағы азаматтар білу керек. Соның бәрі елді халықпен тәрбиелесек, қасіретті тарихты кешегі советтің заманында жабық болған тарихпен тәрбиелей білсек, тарих арқылы тәрбиелесек, түптің түбінде қазақтың шын тарихын білеміз, қазақтың мемлекеттігінің қайдан басталып, қайдан доғарылғанын және жаңа мемлекеттік тәуелсіздіктің қалай басталғанын білеміз. Сол түптің түбінде алаштың құрылған кезеңін, тәуелсіз мемлекетіміздің құрылған кезеңін бастауға мүмкіндік болады. Пока еще не поздно. У нашего народа и страны есть шанс создать государство мечты лидеров Алаш-Орды. Развитое, сильное, демократическое государство. Мы еще можем стать Японией, Южной Кореей своего региона. С такой территорией, с такими природными богатствами и с таким талантливым народом мы можем все. Казахи пережили голодомор, массовые репрессии, культурную дискриминацию, ядерные испытания. А сейчас мы в независимом государстве. И судьба нашей страны в наших руках. Воплотим мечту Алаш в реальность.